Круглый стол начался с вручения почетных грамот мастерам Тувы от Министерства культуры. На круглом столе приняли участие министр экономики Ондар Денчи, замминистра культуры Дамба Лилия, представители фонда поддержки предпринимательства и мастера. Наше подведомственное предприятие фонд поддержки предпринимательства организует такое мероприятие по поддержке ремесленной деятельности. Поэтому сегодня, Международный день ремесленников, мы проводим круглый стол по развитию сувенирной продукции Республики Тува. Темами для обсуждения стали востребованность сувенирной продукции тувинских мастеров к столетию ТНР, изготовление своей тувинской куклы. Такая игрушка, имеющая национальный колорит, есть во многих странах и, несомненно, сможет привлечь внимание гостей республики. Также обсудили использование площадки этноковоркинга как фундаментального инструмента для поддержки народно-хозяйственного промысла республики. На сегодняшний день специалистов данной сферы готовит Кызылский колледж искусств. Люди выпускаются, там есть дизайнеры, есть камнерезы, много разных направлений. И нам очень важно обучить этих людей основам предпринимательской деятельности, научить людей зарабатывать на своем ремесле, на том, что они делают, сделать из этого прибыльный бизнес. Каким образом мы можем повысить благосостояние людей, которые умеют делать что-то своими руками. Кадровый резерв специалистов народных художественных промыслов, дизайнеров было предложено пополнять на базе Кызылского колледжа искусств, предоставлять самым талантливым и способным мастерам помещения для ведения своей деятельности и содействовать приобретению нужного оборудования через социальный контракт. Наша мастерская производит сувенирную продукцию, наградную продукцию, оформляем интерьеры, город оформляем, очень много разных направлений. Сегодня нас пригласили на данное мероприятие в связи с тем, что мы, то есть одни из участников программы по поддержке малого и среднего бизнеса, называется «Этноковоркинг». Мы будем проводить мастер-классы, курсы по изготовлению сувенирной продукции, а также по производству ювелирной продукции. Участники круглого стола наметили цели на участие ремесленников Тувы в республиканских выставках 10 июня и 15 августа, а также не исключали выхода на всероссийские выставки в целях популяризации тувинской сувенирной продукции и прочих товаров, созданных руками наших умельцев. Айсу Мангуш, Буян Мангуш, Ангар Ожак, телеканал Тува 24.